Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 9 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. 18 часов 18 минут по центральноевропейскому времени. 19 часов 18 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас сегодня на русском языке. Давайте начнем, друзья. Так, одну минутку. Так. Вот так мы повернем эту камеру. Наверное, так она ровно стоит. Так, друзья, напоминаю вам, стрим у нас идет в YouTube канале, на канале Reality, и в TikTok канале, на канале Аслан Арцуев. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и желательно распространять ссылку на наш стрим, так как нам всячески мешают доносить правду и делать нашу работу. На территории фашистской России наш канал, YouTube канал запрещен, поэтому, друзья, сегодня как раз много что будет касаться России, мы будем обсуждать. Так, России и, как обычно, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Пока мы собираемся, друзья, я хочу сообщить вам информацию от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сегодняшних воинов света, которые стоят на страже нас всех, в первую очередь себя, конечно, но и нас. На сегодня, на 9 марта 2024 года, уничтожено и ранено 850 террористов. Итого их цифра достигла 423 160 бандитов, плюс 6 танков, плюс 25 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, это все за прошедшие сутки. РСЗО 1 уничтожена, 3 антиаэркрафта, 43 БПЛА сбито, 85 автомобилей техники и цистерны и 10 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине. И Ичкерии. Вы откуда? Здравствуйте. Я из Германии. Так. Что с Авдеевкой спрашивают? Авдеевка – это небольшой населенный пункт, который вторая во сне в своих фантазиях фашистская армия брала 2 года. И то взяла только потому, что остались одни камни, руины, и защищающим было выгоднее отступить. Только поэтому. Все из-за целесообразности украинцев. И все. Никакой второй армии, никаких там побед близко быть не может. Меня знаете, что больше всего удивляет? То, что вы, за 3 дня бравшие Киев, радуетесь Салихарду, или как он там назывался, Авдеевки там, и так далее. Это маленькие городишки, такие маленькие населенные пункты. У нас в Чеченской Республике Ичкерия селами называют, деревнями называют. До того это маленькие населенные пункты. У нас, например, Салихард, да, по-моему, или Салихард, по-моему, он назывался. Или как, на языке вертится. Напишите, пожалуйста, украинцы, кто помнит название.
И вы его брали с таким успехом, такой радостью, столько людей положили. А в итоге выяснилось, что там проживает 10-11 тысяч, ну, населения, до того такой маленький кусочек земли, ну, просто смешно просто. Меня удивляете вы, товарищи имперцы, как вы можете, вы же это видите все, вы же не можете этим кичиться. Стисните зубы, вы же, ну, борцы, вы же до конца, до своей смерти, вы же не ради, вы же не только до нашей смерти готовы были, вы же до конца своей смерти готовы. Поэтому стисните зубы, мобилизуйтесь, давайте собирайтесь и давайте без вот этого своего Авдеевку взяли, это взяли. Да, скажите, лоханулись немножко, будем бороться. Вы более серьезно будете выглядеть. А то какой-то детский сад. Мы Авдеевку взяли, Салехард взяли, что вы там еще взяли, короче. Ну, просто еще просто смешно, да он. Так, ну смотрите, у меня здесь только пока тролли общаются. Ну ничего, тоже весело. Салам алейкум. Алейкум ассалам, справедливый человек. Что случилось, Игорек? Куда ты делся? Куда ты делся, Игорек? Ты так много писал. Ва алейкум салам, Азербайджан. Ва алейкум ассалам, Умадацкарим, Бельтоев. Давайте дальше. Скоро Рашку мочить плотно начнут. Вот веселье начнется. Уже юзер. Алейкум салам, Питер Вольф. Асан, ты не хочешь пантюркизма в Чечне, но Азербайджан как раз этим и занимается. Но если азербайджанские власти этим занимаются, то я этого не хочу, справедливый человек. Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, Эд. Витаю тебя. Тебя же в ЧРИ не пустят, во. В смысле меня в ЧРИ не пустят? Кто меня не пустит в ЧРИ? Ты можешь назвать человека, кто меня не пустит в ЧРИ? Эла, Господи, благослови Америку. Эдуха, Господи, благослови Америку. Мекшты? Ассаламу алейкум, алейкум салам, Аран. Почему сбежал, почему не умер в борьбе за освобождение Родины? Говорит, якобы Магута, да. Якобин Магута. Якобин Магута, Мугату. Ну ты вообще. Ну что было бы хорошо, если бы я остался и вы меня убили. Что из этого было бы? Тогда бы сейчас люди не узнали бы правды, понимаешь? Вы и так много убили, которые знали намного больше, чем я. Поэтому вот я остался, чтобы донести правду до людей и показать вам, имперцам, фашистам, что ничего не поменялось из-за того, что вы там убили людей, там, загнали в каменный век, в средневековье людей. Ничего не изменилось. Так что все нормально. Мы еще посмотрим, чья возьмет. Глава ЧРИ не пустит. Бог, глава ЧРИ. Нет у нас такой должности, глава ЧРИ. И ты, как положено кадыровцу, говоришь на своем пророссийском языке. У нас есть президент Чеченской Республики Ичкерия.
На данный момент все наши президенты убиты, и место вакантно, как президента, избранного президента. Но есть президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, куда входят все ветви власти, все ветви чеченской свободной власти. Поэтому я с ними в хороших отношениях, и они меня пустят. А если они меня не пустят, то я с ними буду разговаривать в Европейском суде по правам человека. Так что пустят. А вообще у меня нет оснований думать, что они меня не пустят. Да, кадыровцы, русские, прорусские, подхолопные, они, да, меня не пустят. Точнее, пустят, чтобы казнить. Я жил в России и сейчас в США, и знаю одно: никогда больше в России жить не буду, говорит. My, my boss, говорит. Да, ты правильный выбор сделал, брат. Жду не дождусь, когда твои видео будут набирать 1 миллион просмотров. Уже скоро, справедливый человек, уже скоро. Салам алейкум, Аслан, и всем свободным людям. Алейкум ассалам, чеченский сионист. Интересный у тебя ник. Ну, давайте, пишите ваши комментарии. Что же вы так вяло, парни, реагируете? Дамы и господа, сеньоры и сеньориты. Так, вот этого КГБшного прихвостня я удалю. Он слишком вот прихвостный, КГБшные здесь нарративы от этого. Кстати говоря, вот эта религиозная риторика, она очень своеобразна бывает. А теперь давайте поговорим о главной новости, друзья. Мы уже 12 минут в эфире, потихонечку, пока будет собираться, я начну говорить о сегодняшней проблеме. Дело в том, что вчера американское посольство фашистской России сообщило о том, что в России в течение 48 часов неизбежно произойдет террористический акт, террористическая атака. Они предупредили Соединенные Штаты, а потом еще 6 государств, посольство 6 государств выступили и предупредили о том, что один момент. Предупредили о том, что ожидается неминуемая атака, и не собираться в большом вместе большого скопления людей. Концерты, там разные другие мероприятия. И если бы это были обычные террористы, они бы услышали бы эту новость, и они бы отменили бы этот террористический акт. И раз этот террористический акт не отменили, или его не отменят, скажем так, еще сутки время осталось, сутки прошло с тех пор, то есть все основания полагать, что за этим террористическим актом стоят ФСБшники, российские спецслужбы, ГРУ и ФСБ. Обычно их осуществляет ГРУ, а заказчиками и кураторами полностью являются ФСБшниками. Хотя иногда и ФСБшники сами действуют. В принципе, разницы там особо никакой нет. И вот после того, как произошли вот эти события, объявили, мы начали наблюдать за странными событиями, которые происходят вокруг вот сложившейся, складывающейся сегодня ситуации. Например, 2 марта нам рассказали о боестолкновении. Даже некоторые ингушские паблики утверждали, что какой-то парень, который известный в ингушских и там в сопротивлении кругах, я, правда, не видел этого раньше человека. Может, лицо видел, но вот не могу вспомнить, может, фамилию там.
и так далее. Но, по всей видимости, человек реально, который сопротивлялся, неизвестно, вот лично мне неизвестно, оказался он в руках у них, а потом они его казнили, или это реально было, его вычислили, где он проживает со своими товарищами, и там завязался бой. Это все пока неизвестно. Дело в том, что определенное время разные люди, например, из Осетии, блогеры, раскачивали ситуацию про ингушских радикалов, исламских ингушских радикалов. Произошло это событие, приехал Патрушев быстренько, пропиарил, без сомнения пропиарил Ахмеда Закаева. Это их излюбленная тактика про открытие мемориальной доски Джохара Дудаева. Вроде бы не такое большое событие, ранее открывались и другие разные и вещи с именами, назывались улицы там и в разных местах, но чтобы Патрушев об этом говорил, мы раньше не слышали. Поэтому мы предполагаем, что для того, чтобы обратить на Ахмеда Закаева больше внимания, Патрушев упомянул, не упоминая фамилии самого Закаева, упомянул вот этот, вроде бы такой не особо такой заметный, вот за это не очень заметное мероприятие, которое только в чеченских кругах, в чеченских пабликах было заметным. Таким образом, мы можем дополнительно полагать, что люди действуют в едином порыве, в едином оркестре играют. Следующее, что произошло, я сейчас вам найду это видео, то же самое происходило в России. То же самое, только уже русские выходили, вы знаете, такой есть Миша Маваши, какой-то еще там Маваши, там как-то их зовут, я всех имена не помню, русские блогеры, цеховики, которые работают на ФСБ, на ГРУ, на российскую власть. Эти блогеры начали усиленно раскручивать информацию о том, что мусульмане заселили Москву, все тяжело, вы помните вот эти события с мечетью, которую там Кадыров хотел построить, якобы, тоже это все тоже спектакль был, Кадыров московский, кремлевский человек, и все, что ему говорят, все, что он говорит по бумажке и по прямому указанию, что ему говорить. Он каждую неделю получает 1, 2, 3 раза в зависимости от сложности, в зависимости от времени, обстановки, получает пакеты, конверты большие, в которых ему конкретно указывают, что говорить. И вот сейчас эти события, которые сейчас происходят, и этот террористический акт, за которыми, скорее всего, будут торчать уши исламских террористов, якобы это исламские террористы, какие-нибудь ИГИЛ, это тоже ФСБшно-иракская, Саддама Хусейновская партия. Мы знаем, Саддам Хусейн и партия Баас тесно сотрудничали с Россией, Советским Союзом, с ГРУ. И была вот эта партия Баас создана по образу и подобию ГРУ и ФСБ система была. И они, конечно, тесно сотрудничали. ИГИЛ, хоть и рядовые члены в ней являются просто оболваненными, просто рядовыми боевиками, на самом деле ИГИЛ является ничем иным, как российско-иракским Саддама Хусейнова времени, с иракской террористической организацией. И вот сейчас, когда вот эти события неизбежно произойдут, эти события, тогда возникнет ситуация, когда мы будем... Момент. Тогда, когда мы будем стоять на пороге, что мы увидим все, скорее всего, так как неминуемо, американцы говорят, перед вторжением, как говорит «Голос Америки», перед вторжением рашистских войск в Украину, тогда, вероятно, неминуемо, говорили американцы, говорит «Голос Америки» или «Настоящее время». А сейчас они говорят о том, что, в настоящее время говорят о том, что не вероятно неминуемо, а просто неминуемая террористическая атака.
Поэтому, увидев вот этот ажиотаж, есть надежда, что террористы откажутся от своих планов. Но, по всей видимости, уже отказаться им нельзя, и потому что будет запускаться механизм. После того, как совершится этот террористический акт, запустится механизм массовой могилизации. Всех начнут забревать. В первую очередь, конечно, это касается мусульман, кавказцев это касается, чеченцев это касается. Вас всех будут забирать поголовно. Знаете, ту притчу, когда пришли, ну, не притчу, как было раньше сказано, когда пришли там за коммунистами, я не коммунист, потом пришли за евреями, я не еврей, там всех забирали, в конце концов пришли за мной, и за меня уже некому было ничего сказать. Вот сейчас в первую волну отправили клинических идиотов, полезных идиотов, которые оболванила пропаганда, заплатила им деньги. И эти люди фактически уже закончились. Потом их жены, мы уже видим, даже их жены, даже вот эти такие оголтелые, идейно преданные, и их жены начинают визжать и просить вернуть хотя бы там на ротацию, там дать отдохнуть, 2 года не видели мужей, там братьев, отцов и так далее. И люди начинают дезертировать с войны. Тот, кто находится на войне, он знает, с чем он сталкивается. Фактически противника они не видят. Просто снаряды пролетают за несколько километров, десятки, сотни километров. И русские несут колоссальнейшие потери, россияне несут колоссальные потери. И вот в этой ситуации, когда не хватает мяса для того, чтобы продлить агонию ФСБшного учреждения, нужно мясо. Вы, то есть, мусульмане Кавказа. Сперва вот эти полезные идиоты, теперь вы, мусульмане Кавказа. Я убежден, русские за вас не встанут. Они встанут только за палестинцев, за Хамас они встанут, потому что им так выгодно. Они никогда не встанут за вас, кавказцы, которых они ненавидят лютой ненавистью, в том числе из-за того, что вы мусульмане. В том числе из-за того, что вы более способны, чем они. Это будет, затем запридут, конечно же, и за русскими тоже, но в первую очередь сейчас разделят подчеркнутых мусульман, вот кто носит бороды, кто выделяется и так далее. Вам всем уже давно объясняют, что в Украине идет якобы джихад, что там священная война, и вы все попадете в рай, только надо быстрее добраться и стать в правильном месте, куда прилетит Хаймарс. И все, и сразу у вас будет все отлично. И вот эта пропаганда, которая ведется, эта деятельность, которая ведется, она велась для того, чтобы вот эту ситуацию к сегодняшнему дню подготовить, провести сейчас серию террористических массовых актов, вогнать в ужас россиян, а потом начать зачищать, которых уже потихонечку таким неприметным, таким латентным способом вербуют, забирают таджиков, забирают узбеков. Не только кавказцев это касается, и не только мусульман это касается. Это касается всех. Но в первую очередь сегодня мы видим, что это рассчитано именно на мусульман, потому что это не поднимет русских, потому что русские ненавидят кавказцев и мусульман и будут рады, как забрали еврея, тоже радовались, наверное, коммуниста забрали, радовались, а потом уже забирают, уже и самих русских заберут. И, конечно же, победы не будет. Или когда уже начнут забирать русских, тогда русские начнут возмущаться и, может быть, тогда капитулируют. Ну, посмотрим, насколько хватит русских. Но я бы советовал бы русским и вот этой так называемой русской оппозиции здесь, на Западе, которая живет, обратить внимание на то, что это ваши россияне, и их сейчас будут отправлять. Хотя вот эти фашисты под видом русских демократов и либералов, которые здесь в Европе живут, такие как Ходорковский, разные Миловы, всякие бандиты и казнокрады, вот эти товарищи лютой ненавистью ненавидят кавказцев, чеченцев, мусульман, и поэтому я не думаю, что, конечно, они будут что-то говорить, но нормальные русские, нормальные люди, которые проживают в России, вы знаете, вас всех будут забирать. И если сегодняшний, вот, в течение суток, полутора суток, за прошедшие 48 часов, если же произойдет
террористический акт и начнется эта мобилизация, ваша задача либо оказывать сопротивление, потому что вы идете на смерть, либо прятаться. Вот все, что вы должны сделать, как можно больше спрятаться, как можно далеко спрятаться. Друзья, давайте я почитаю ваши комментарии, смотрю много комментариев, люди заходят. Друзья, это очень важно, распространяйте ссылку, настал час X, наступает час X, в котором мы должны и быть хотя бы как минимум информированы, предупрежден, как говорится, вооружен. Как-то так, да. Аслан, при всем уважении к вам, почему вы не читаете вопросы? Вот сейчас буду читать. Дякую, дякую, Виталий. Давайте задавайте ваши вопросы. Сейчас я буду читать вопросы. YouTube. Здравствуйте, Аслан. Переехал жить в Ереван. Раньше думал, что Армения тоже как в России. Не тут, нет, тут все по-другому. Полиция адекват, люди супер. В первый же день увидели премьер-министра на улице. Харьков. Здравствуйте, Харьков, соревнованием. Отлично, отлично. Супер. Надеюсь, так и будет. Армяне правильно ход сделали. Армяне, конечно же, виноваты в том, что все время были на стороне фашистской России. Но нужно признать, они не были дураками. И сейчас делают правильный выбор и сходят вот с этого гибельного пути для армян и Армении. И к нам в сторону цивилизованного Запада. Все отлично. Будем надеяться, что исправятся. Да. Слава Украине, героям слава. Да, смотрю, сколько к нам забежали. Так. Россия ненавидит кавказцев и презирает мусульман Кавказа. Да, совершенно верно, демократ. Совершенно верно. Валейк салам, Шамиль. Так, друзья, давайте я перемотаю слишком много. Да, смотри, человек. Это время такое, время. Ничего, сейчас набегут. Так, валейк салам, Роман. То, что вы объявили, это правда? Да, это правда, абсолютная правда. Так. Цифра 300 тысяч погибших чеченцев достоверная? Да, Виталий Шевченко, цифра погибших 300 тысяч, об этом сообщает российский гауляйтер, так называемый глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Публично озвучивал, на моем канале есть эта информация. По нашим данным, по нашим чеченским данным, более 250 тысяч, сообщает президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Кадыров сообщил, что цифра эта приближается равна 300 тысячам. Вот в районе этих цифр и есть потери погибших. От 250, можно считать, до 300 тысяч. Но так как это говорит российский глава, то у него, наверное, может быть больше информации. Поэтому я думаю, что 300 тысяч, она близка
к настоящим цифрам. 42 тысячи детей убили русские террористы, чеченских детей, всех детей, граждан нашей страны. 42 тысячи. Это 225 школ в Беслане они нам совершили. И 226-я, в прошлом видео я говорил 224 школы, 225 они, грубо говоря, 186 детей погибло в Бесланской школе, в Чеченской республике погибло 42 тысячи детей. Так. А сейчас они каждый день убивают украинских детей. Абсолютно точно. Совершенно верно, Ливан. За прошлый стрим набрало 93 тысяч просмотров. Да, сейчас соберутся. Это сейчас время такое. Не волнуйтесь. Блокада прорвана. Наш канал уже фактически спокойно люди могут смотреть. Не знаю, на территории России еще блокировка, вероятно, не снята на территории России. Но нас из России тоже очень много людей смотрят. И в ТикТок, и в YouTube. Так что ничего страшного, что много, мало. Я вообще, знаете, перестал верить в эти цифры. Особенно после... я ранее уже сомневался во всех цифрах. Но после того, как в 10, в 20 раз, в 15 раз там увеличиваются просмотры, 2500 нас смотрят зрителей. Это сколько, грубо говоря, там в 5-6 раз увеличивается посещение зрителей, смотрящих в прямом эфире наши стримы. Вызывает вообще сомнение, что это такое вообще, что происходит. Если вы с компьютера проводите, у вас одни цифры, а если со смартфона вы проводите стрим, у вас в 10-15 раз больше. Значит, заражен компьютер, получается, что-то как-то они там делают. Или же IP-адрес компьютера, они в YouTube жалобы пишут, чтобы там занесли мой IP-адрес в бан серый, наверное. Не знаю, как это возможно. Ну да ладно. Цифры не имеют значения, друзья. Главное, мы уже единомышленники, уже собираемся, мы уже определились в этом информационном пространстве. В принципе, нас не так много свободных, независимых людей, которых можно, в принципе, перечислить по пальцам, пересчесть. Но мы уже как бы определились, общество уже знает, что есть такие-то, такие-то люди. И потихонечку приходим к единому знаменателю. Нам, чеченцам, пришлось 30 лет кричать всему миру о том, что Россия воссоздает новую империю с 1994 года. Еще до начала Первой русско-чеченской войны мы это говорим. Сейчас об этом уже начали официально говорить. Директор ЦРУ об этом говорит, наш Шольц говорит, наш министр обороны. Короче говоря, все отлично, друзья. Спасибо, Гилберт, за подарок. Спасибо большое. От всего сердца подарок называется. Спасибо. Так, давайте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Слава Украине. Героям слава. Будет ли мобилизация в России? Будет ли большая война с НАТО? Вот как раз страна, как раз об этом мы сейчас и говорим. Мобилизация будет сегодня и еще, может быть, сутки-полторы произойдут террористические атаки на Москву, на Санкт-Петербург и на другие города, где будет большое скопление людей. ФСБ, по всей вероятности, именно к этому сейчас готовится, чтобы под этим видом, после этих террористических актов, объявить мобилизацию, запугать людей, ввести людей в шок, как это было в 1999 году, когда они взорвали свои дома, обвинили в этом нас, чеченцев. Они тогда шокировали всех русских, россиян, которые проживали, запугали их. Ну и, конечно же, быдло и имперская шваль с радостью пошла топить чеченский народ в крови. С радостью. Остальные, засунув голову в песок,
сидели тихо, мирно, не дай бог их взорвут. Вот сейчас мы стоим на пороге вот этих событий, по всей видимости, потому что американцы об этом, американцы и другие посольства уже нам сообщили об этом. И после вот этих террористических актов начнется народоубийство, массовая могилизация уже начнется. Будут забирать из мечети, в первую очередь, конечно же, отвлекая внимание, расслабляя русских. Русские же привыкли, что вот за них там все должны воевать, все дворы им подметать, все делать. Они рассчитывают, что так они как бы русских не тронут, чтобы не то, что не тронут, чтобы русские не взволновались, не взбунтовались, потому что русских больше всего, и их власть боится. А русские сейчас как такая полуживая такая какая-то амеба, которая еле-еле душа в теле. Ну, потом, конечно, из-за русских за всех возьмутся, но вот сейчас, скорее всего, мечети, спортклубы, любые другие спортивные, вот эти торговые центры, где тусуются кавказцы, там, мусульмане, там, бородатые, идешь по улице, будут захватывать, везти домой, якобы там взять там одежду, что-то туда-сюда, забирать из дома всех мужчин, будут забирать из мечети, будут облавы в мечетях делать. После вот этих террористических актов, когда люди будут шокированы просто. Поэтому вы должны услышать меня, друзья. Я знаю, что большая часть моих зрителей живут в России, смотрят меня. Мы вещаем и на русском, и на чеченском языках. Поэтому я прошу вас предупредить всех. Вы должны какие-то меры предпринять для своей безопасности, так как идти на эту войну – это смерть. Это стопроцентная смерть. Вас больше не вернут оттуда до полной победы, как они говорят. А полной победы не будет. И пока вы там находитесь, почему не возвращают до сих пор 2 года люди воюют, вот эти полезные идиоты, которые поверили этой Скобеевой, Соловьеву и всей этой пропаганде, и пошли в первых рядах там за 200-300 тысяч воевать. Почему их не возвращают? Потому что если его вернуть из этого ада, во-первых, он сбежит. Во-вторых, он расскажет, что там происходит. Даже если не сбежит, он может это рассказать. В-третьих, за место него некого брать. В-четвертых, он поднимет криминогенную обстановку у себя, когда вернется, если массово разрешать возвращаться. Потому что они в шоке там все. Что там происходит, это просто уму не передать. Там творится ад, самый настоящий ад. И вас всех зовут в этот ад. И сейчас будут забирать разных мусульман. И вот эти разные блогеры, которые есть, в том числе вот эти блогеры, миллионники, которые есть, там мусульмане есть, там не мусульмане, и они все будут задействованы. Я вам сейчас хочу показать одно видео, сейчас постараюсь его быстро найти. Ну, нет, оно у меня, наверное, не здесь. Здесь все, вот оно. Одну минутку. Сейчас, по-моему, звук надо сделать. Звук вроде полный. Что? Сотрудник ЧОПа, который работает здесь пятерку. Смотрите, русская община есть такая. Это такая, она по всей России раскинута, это русская община. Она провоцирует мусульман, она провоцирует кавказцев. Вот эта группа людей. По всей России есть сеть вот этой русской общины, которая после провокации привлекаются правоохранительные органы, и все люди забираются на войну. Все, кто там, кто-то русскому что-то сказал, вот этим видом, они выискивают конфликты. Вот я вам сейчас покажу небольшое видео, где вот эти русские провокаторы, это самые настоящие провокаторы, находят какого-нибудь кавказца, который работает охранником в магазине, который работает где-то там на стройке, где-то работает на техстанции. Если у него какой-то конфликт возникает с местными, они это все вынюхивают, а вы спровоцировать конфликт с кавказцем особого труда им не составляет. И после этого вот этих людей, всех, кто приходит им помогать, потом начинается такая ссора, конфликт, вытягивают молодежь, мужчин, и вот их всех загребают и отправляют на войну. Вот такие провокации русские устраивают.
Вы должны это все понять. Вот давайте я сейчас включу. Русская община называется. Давайте прослушайте, о чем они говорят. Замечен в том, что оскорблял русских девушек, русских женщин, а также применял свою физическую силу к тем, кто ему физически не может дать отпор. Русская дружина приехала сюда, пообщалась с руководством этого магазина. Руководство магазина в лице директора пообещало, что этот сотрудник что был. Это Троицкий, Новомосковский округ. Троицкий и Новомосковский, по-моему, тут написано. Короче говоря, вот таким образом они показывают, как они избивают этого охранника толпой, и потом после этого передают его в полицию, и после этого все, кто приходит ему на помощь, их всех полиция ловит и отправляет на войну. Поэтому будьте бдительны, моя задача предупредить, друзья, поэтому я вас прошу, распространите эту информацию. Сейчас идет активная, усиленная вот эта провокация против кавказцев, мусульман, чтобы их выдергивать и отправлять. Не чтобы своих русских отправлять, а чтобы отправлять вот этих мусульман-кавказцев. Затем, конечно же, будут отправлены русские. И потом русские будут рассказывать, что они не при делах, что они вообще не виноваты, что они в войне не участвовали в войне какие-то там буряты, кадыровцы, там якуты, там еще кто-то там и так далее. Поэтому, друзья, давайте наша безопасность, спасение наше в наших руках. Давайте распространять информацию как можно больше. Сегодня у нас будет в 20:00 платформа открытого диалога, 20-й стрим, прямой эфир, где официальный, легитимный представитель чеченской власти Аят Идигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, как раз будем обсуждать эту тему предвыборной террористической кампании, называется, в Российской Федерации, которые сейчас начинаются вот именно к вот этим выборам и переизбранию, якобы по факту переназначения Путина на президентский срок новый. Поэтому вот какие дела. Так и должно быть, Россия умрет. Да, Дениза, все к этому идет. Да, скажет, Сталин виноват, он не русский, как и чеченец, сам пошел воевать, скажет. Да. А если победят, что исключено, если победят, они будут говорить, мы, русские, победили, а вы где-то там сидели, были дезертирами, где-то прятались. Вот что они будут говорить. Всегда так говорили. Именно и поэтому тоже нельзя идти на эту войну, понимаете? В том числе и поэтому. Так, давайте читаю ваши комментарии, друзья. Методичка, немного говорили, сейчас вот загребать сколько времени. Что, методичка? Не понял. О, любители Палестины, где вы, где ваши страдания по детям мусульман Чечении? Спрашивает вас справедливый человек. Это их не интересно. Им об этом не сказал Путин и Патрушев говорить. Об этом они не говорят. Он провокатор, аферист, его цель донаты, нищеброд, говорит Василий. Ну, мне же никто донаты не дает, у меня монетизация отключена. Вот в ТикТок, правда, немножко подкидывает, но это очень мало, поверьте. Хотя огромное спасибо. Дело главное внимание, правильно? В деньгах не нуждаемся, все нормально. Армения не выдала России Салмана Мукаева чеченцам. Отлично, честь и хвала за такое поведение. Это, наверное, сейчас такая тема пошла. Но это радует.
Василий, что скажешь за Палестину, говорит. Так я же говорю, в России людей на войну, на смерть будут посылать. Ты о какой Палестине говоришь, а? Вот вы тролли такие наглые. Людей на войну посылаю, говорю. А что про Палестину сказать? Вы такие тролли вы. Уважаемая Са, скажите, много ли таких разумных людей, как вы на Кавказе? Дай Бог вам здоровья. Да, конечно, очень много. Подавляющее большинство такие, как я. Пребывают в пропаганде, многие не разбираются во всем, но, поверьте, подавляющее большинство разделяет мои взгляды. Просто за мои взгляды пытают, убивают родственников, сажают их, возбуждают дела. Ну, короче, вас заносят во все списки, которые только возможно, и потом ликвидируют. Поэтому не каждый хочет об этом сейчас говорить, может говорить. Но подавляющее большинство чеченцев разделяет мои взгляды, мое видение. Ичкерия не за Палестину, говорит демократ, не за мусульман. Ичкерия за себя и за свой чеченский народ. Да, тут любят очень распространять наши силы просто на весь мир. Мы всему миру мы должны помочь. А нам помочь кто? Вот сейчас на войну будут отправляют, чеченцев массово отправляют. Сколько уже убито, ранено чеченцев. Об этом молчат, об этом не говорят, все там тихо, тихо, тихо. И сейчас будут массово забирать. Забирают. Об этом никто не говорит. О Палестине они говорят, они о чем угодно говорят, о халифатах они говорят. Вот о чеченцах никто не говорит. Нет никому дела. Нам всех убить хотят. Да, Анастасия, 100%. Как нам, украинцам, обидно, что многие считают, что русские нам братья. Да. Не буду я твой комментарий читать, но, конечно, смешной. Чеченцам Палестина тоже не помогала. Да, не вспоминала даже, что мы есть. Ну да ладно. Мы, конечно же, против бомбардировок, гибели мирного населения, против военных преступлений, против неизбирательных ударов. Конечно же, мы против, это факт. Даже если он будет наноситься по России, мы также будем против, потому что есть правила и обычаи ведения войны. А так, конечно же, нам нужно себя спасать, нам нужно свои дела делать. Палестина о нас не вспоминала, Палестина и большая часть арабского мира — это близкие друзья советских времен и давным-давно России. Поэтому разберемся, освободимся, им пошлем гуманитарную помощь. А пока сперва будем заниматься своими делами. Добрый вечер из Риги. Витаю вас. Рига, здравствуйте, Александр. Ну да, я об этом и говорю. Да, ты очень хорошо говоришь. Зачем нам Палестина, когда под носом проблемы? Совершенно верно. Сейчас самое главное, чтобы сохраниться, если даже вас призывают воевать за Украину. Совершенно верно, Эд. Самое главное, я не могу советовать всем, но я думаю, кто захочет, может прислушаться. Самое главное, советую чеченцам. Самое главное, чеченцы, нам сохраниться. Это не наша война. Украина нам ничего плохого не сделала. Да, Украина помогала России, когда у нас был геноцид. Но были люди, которые помогали нам, лечили нас, прятали нас, в том числе и несколько людей приезжало, воевало за нас, и мы ценим и чтим их.
Они открывают улицы в честь наших героев и президентов. Они признали нас, Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия суверенным, оккупированным государством, и что над нами совершен геноцид, они признали. И также Верховная Рада Украины обязала ООН отправить и всем государствам разослать вот эту свою резолюцию, вот это свое решение. Поэтому украинцы нам друзья, украинцы нам союзники, и нам нужно помогать им, и ни в коем случае не быть против них. Даже если там вас вынуждают, даже если вас запугивают. Делайте все возможное, чтобы не попасть на эту войну. Потому что как только вы попадаете на эту войну, вы попадаете в ад, откуда нет возвращения. Вообще нет возвращения. Год она продлится, 2 она продлится, 10 лет она без гибели продлится вашей. Вам не дадут оттуда больше вернуться. Все, жизнь заканчивается, которая у вас была до того, как вас мобилизовали. И после того, как вас мобилизовали, начнется совсем другая жизнь будет. Не знаю, насколько она будет длинной. Может, она продлится 2 недели, может быть, она продлится 3 месяца или 3 года. Но она будет уже не той, уже далеко не той. Она будет адом просто для вас и для вашей семьи. Поэтому делайте все возможное, чтобы не попасть на эту войну. Садитесь в тюрьму. Пока еще массово не расстреливают за отказ. Будут расстреливать. Но пока еще лучше сесть в тюрьму, чем ехать туда, понимаете? Лучше сесть в тюрьму. Сломайте себе ногу, сломайте себе руку, спрячьтесь, я не знаю, там, в подвал, на чердак, уедьте к бабушке, куда угодно, что угодно. Вы должны все заниматься своей безопасностью. Это прямая ваша обязанность. Когда мы просили за себя, вы даже перепостить даже ничего не хотели. Теперь зависит ваша жизнь. Вы обязаны свою жизнь сохранить, спасти. Понимаете? Вот в чем сейчас, вот как вопрос стоит. И идет и эскалация этому всему. Нету конца и края этому всему, понимаете? Не будет этому конца и края. Они будут до конца это бороться, потому что Путину вот это 1000, вот откройте сайт, страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они публикуют каждый день русские потери, которые вот оккупанты несут. Каждый божий день приблизительно около 1000 человек убивают или погибают или получают ранения. Вы можете себе представить? И этот один день, это один день жизни системы учреждения ФСБ и лично Путина с Патрушевым. Вы погибаете только лишь за это. Никаких потом привилегий, война проиграна. Она уже априори проиграна. Поэтому никаких привилегий, никаких пенсий, никаких протезов после ранения. Вы обратите внимание, как украинцы. Я никогда в жизни не видел столько раненых, столько ампутированных людей, ампутантов. Вот сколько вот видео в формате есть. Потому что многие украинцы спасаются. У нас ранение человек, когда получал, он погибал просто из-за того, что не было элементарно даже жгутов перевязать. А украинцы почти многие выживают. Потери очень, в этом смысле спасенных очень много, потому что медицина отработана на высшем уровне. Вообще нет у русских этой медицины. Вот на таком уровне рядом она не стоит. И какие протезы у этих людей? Да, это инвалид, да, это, конечно, невосполнимая потеря там, руки, ноги, 2 ног. Но он это делает за свою родину, его государство ему это возмещает, его дети достойно потом будут учиться, получать привилегии от имени своего отца. Он будет иметь лучшие протезы, лучшая медицина и так далее. У вас этого ничего не будет, русские, россияне. Понимаете? Вы будете в переходах на перекрестках, в метро просить подаяние. Вот что ждет русских. Как это было после Первой мировой войны, когда вы выиграли. Мы все якобы выиграли тогда. А сейчас вы проиграете. Вы будете бандитами плюс ко всему. Понимаете? Не просто вас оставят. Вас еще будут преследовать за то, что вы принимали участие в этой войне. Преступной, незаконной войне против суверенного соседнего государства.
Понимаете? Вот к чему вас всех ведут. Поймите, наконец. Наконец поймите. Друзья, нас сейчас смотрит 1559 человек и 70 человек в ТикТок. Пожалуйста, распространите ссылку как можно больше. Пусть больше людей узнает правду, потому что ситуация очень накаленная, очень опасная, друзья. Мы должны до всех донести эту правду. Все должны узнать, что им уготовлен ад. Им уготован ад. Они будут просто истребляться, эти люди. Для того, чтобы Путин просто прожил ФСБ, учреждение ФСБ просуществовало еще месяц, еще год, еще два. Задача для того, чтобы украинцы выдохлись, Запад выдох, засыпая телами. Но дело в том, что они не выдохнутся, потому что оружие и человеческий ресурс, он просто несопоставим. Когда мы воевали против фашистской России, фашистская Россия в 100 раз превосходила нас там, человеческим ресурсом, там, вооружением, танками, самолетами. Полное превосходство в воздухе было. Сейчас всего эта Россия лишена. Еще она не до конца лишена, но дело в том, что еще НАТО не воюет, как говорит об этом фашистская русня. НАТО еще не воюет. Когда начнет воевать НАТО, она начнет, Альянс начнет эту войну, потому что русские все равно будут эскалировать эту ситуацию, довести до ядерного конфликта. Вот тогда он надеется, что Путин надеется, что КГБ надеется, что что-то изменится. Не изменится. Ответный ядерный удар будет. Только Путин палец кнопкой просто задумается поднести, по нему уже удар будет нанесен. И то, что Путин сейчас готовится, это все прекрасно видят и понимают, друзья. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мусульмане России, проживающие в России, мусульмане, проживающие в оккупированной, временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Братья, спасайте свои жизни, не дайте себя загрести на эту мобилизацию. Друзья, я перехожу к вашим комментариям. Я еще буквально 15 минут побуду в стриме, потом в 20 часов, я еще раз напоминаю, через 45 минут у нас состоится стрим в Telegram. Также он будет вещаться на этом канале в YouTube, без картинки, только вы можете слышать, о чем будут говорить. Но будет очень интересно, и поэтому, так что приходите и на этот наш стрим. Буквально 15 минут, и я тоже уйду. Потом вернусь через полчаса. Так, давайте. Комментариев очень много. Мы без конца ругаем товарища Сталина. И, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Сергей Довлатов. Да, Харьков, соревнования. Совершенно верно. Дело в том, что вот я недавно видел документ, подписанный Ворошиловым, Климентом Ворошиловым, через 3 года после смерти Сталина. То есть политическая власть России Советского Союза начала расслаблять чуть-чуть свои тиски над чеченскими, ингушскими народами, которые находились в Сибири, в Казахстане, в Средней Азии. И
Климент Ворошилов пишет, что им можно перемещаться, но нельзя возвращаться на свои земли и нельзя получить возмещение материального ущерба за все имущество, полное имущество, которое они потеряли. То есть вам ничего не возвращает, вам просто в этом населенном пункте, из этого населенного пункта можно поехать в другой населенный пункт в Советском Союзе. Но ни в коем случае нельзя возвращаться на свою родину. И давайте зададимся вопросом, через 3 года смерти Сталина, если такой документ выпускают, то один ли Сталин был в этом виноват? Нет, конечно. Сталин был чаянием русского народа, Сталин был лидером мнения русского народа. Сталин был русским, как говорил Ленин, больше русский, чем русские. Так. Так. Здравствуйте, Артем, здравствуйте. Опа. Так. Столько троллей сегодня. Ну, как обычно. Было бы неинтересно, да, если бы не было бы троллей. Просто все в Ютубе, все заполнено троллями. Так, Рось сложно и почти невозможно в Рось сложно и почти невозможно реализовать наше стремление к свободе. Ну, Ибрагим, я не знаю, о какой розни ты говоришь. Вроде бы у нас все нормально, да? Все нормально, да, российская агентура и некоторые, кто не понимает, все нормально, а так все отлично. Любовь говорит, вы просто красавчик. Спасибо, Любовь. Спасибо. Так, салам алейкум всем. У тебя нам не хватало, алейкум салам. Тут смотри, как разошлись ли он. Предлагаю объявить вознаграждение за его голову. Уже выплачено, не волновайся ты. США больше... Так, идешь ты вслед за русским водяным транспортом. Сколько, да, так, волновайся. Да, не волновайся. Ты... Да, как обычно, да. Уже давно, тебя давно не было, у нас тут такие изменения происходят. Арцую, хорошие новости. 2 дня назад Швеция вступила в НАТО. Да, демократ, я это знаю. Супер просто. И Швеция, и Финляндия. Все отлично. Все идет по плану. План, правда, мы не видели. Так, давайте почитаю. Чеченец из Франции. Арта кудич от Ирварти. Худинаон, чеченец из Франции. Хуно, эревал, тевале, дауа, хуно, все. Вайсхшанасца эль шалхиетон. Франция худия шашва, вайсхшан хум эль шалхиета.
Амук дүйчамун соаму просто цакитк. Я просто кичанаца ки. Ночью он был очень интересно. 6 000 чеченцев воюют против России в Украине. Значит, они на пути истины. Откуда такая цифра 6 000? Я слышал про 3-4 тысячи. Так. Валейкум. Будуючу гушаму. Удесо, будуючу деру, hiç terakçin, mobilizacija digar duboş duyuçuk. Ahuna iş mobilizacija bagilla hon lae. Hoğaskış suuy. Buduyuçu to. So buduyuçu ta, so hakuçu alovze şo, so mu hol üş, o bade diza. 95 boş aşo. Şu cu Francija amele gor. Ați oit viš, 95 boş dils biš. Assalamu alaikum. Notilt suna tagiro hujbara sun tsaboys ish hujbara wich kheza sun. Asit hagdir is ayu wasun shade gay sun gina sun tsaboys ish sunde sun hudud zaga tsikhilak patrush war bi sunde das saqal tsakhil shana shoza khach stoit megerdon вот işte bani her забивать я шакар цани тролль цани заодно забивать я шваца эфир. Халмахит просто сэл цехилч юю ашбар ухмацоли хузаки мабуй нах яздеш. Он гуш мукучу яздеш беш я беш гас кшил аршафт на шукучу яздеш. Ю учу хо хайнек юк букваш цани чу яшол. А еще умацагва. Сегодня атака клонов троллей. Ты уже популярнее становишься. Да, уже давно. Давно мы уже популярные, Деон. Давно. А не демонстративно. Если вас демонстративно игнорирует, значит вами плотно интересуются, как говорится, да? Валейкум ассалам. Да, я уже рассказывал, справедливый человек. В начале стрима я уже сказал о нем. Ну, смотрите, Израиль, Израиль, Америка, Израиль, Америка, Израиль. Вот все, что они говорят. Я говорю то, что нас на войну отправят, вас отправят на войну, вас убивать будут. И люди мне говорят про Израиль и Палестину. Это тролли, самые настоящие. И я надеюсь, что они будут отправлены в самое пекло. Deli duhas, şu şevi gaduy tigar комментария шязи, а копчурсун комментария шязи, что всегда давайте. Так что давайте, мальчики и девочки, да, мальчики, дается что. Мы мусульмане, нас только проблемы и беды мусульман должны беспокоить, говорит Шамиль. Это тролль говорит. Я им говорю, что вас будут на войну, именно мусульман России будут сейчас собирать на войну. Он говорит, мы мусульмане, мы должны думать о мусульманах. Насколько это мусульманин, вообще адекватный человек, вы можете понять. Это роботы, это тролли.
мусульман, ты лучше, я тоже мусульманка. Привет, Вишка. Да, да, зато нормально все сказано, да. С парнем смотрим тебя и полностью поддерживаем. Мы два чеченца. Маш доволь, вежели. Так, друзья, тот, кто находится в фашистской России, не пишите комментарии. Это только тролли, им безопасно, вам не безопасно. Мой канал запрещен на территории фашистской России, и всячески они будут мешать. Так что вот такие вот дела. Просто интересно читать. Но очень хорошо, что вы пишете. Вы абсолютно себя открыто показываете, что вы тролли, что вы занимаетесь тем, что пытаетесь скрыть правду, да, а у вас ничего не получится. Это радует. Красава, вот Дамирс. Так. Гудербова. Так. Дукас дель он Ники еще даже мабац дац. Даже малхо ночи убош. Камел де шолай. Иш özediyoruz Niki азеряцера. Тролль чего. Ну и там, и тут тролли. Отлично, Деон, отлично, девочки, Деон, вы молодцы, работаете. На самом деле вы должны быть мне благодарны. У меня есть счет, я его вам выставлю, нашей правозащитной организации. 30% вы все девчонки, тролли, вот эти платные тролли, мне будете переводить, поняли? За счет меня вообще кормитесь, да? Присосались, короче, и подпеваете меня, да, поэтому вам придется 30% мне на счет переводить. Поняли? Быстро я вам сказал, да. Спасибо, Ми, спасибо. Так, вот этот тоже уходит. Ладно, мне просто неохота вас. Вы мне очень помогаете канал развивать. Ногти, братиш, перелом почки, это не чеченцы, это подхолопные тролли, которые за деньги пишут комментарии. Это не люди, обычные люди. В каждой республике, в каждом вот этом фашистском субъекте фашистской России есть свои фабрики троллей, еще которым Пригожин, самые большие у Путина, ФСБ. Их, там они тратят миллиарды рублей для того, чтобы вот эти ублюдки писали вот эти комментарии. Можете себе представить? И вот днем и ночью они строчат эти комментарии. Ну, короче говоря, считайте, ответлон освободила. И усал, и не кинул, что ответ луба, вообще, хайна дуашхите он делал. Вот они пытаются всячески нам помешать. Живут за счет меня фактически. Если я сегодня в эфир не выхожу, у них дети без хлеба остаются. Я вынужден из гуманных соображений накормить этих бедных детей, хоть они дети вот этих ублюдков, но что поделаешь, ребенок не виноват, он кушать хочет. Спасибо за подарок, Анна, спасибо большое. Поэтому как-то так. Передайте вашим детям, что ваш кормилец каждый день будет выходить, что их кормилец будет каждый день выходить в эфир, каждый день говорить правду. Так что у вас, у их никчемных родителей будут деньги купить им буханку хлеба.
Ассаламу алейкум, брат Аслам. Мы из Таджикистана. Ва алейкум ассалам, Таджикистан. Салам алейкум. Родители, берегите своих детей, объясните им, вы нужны своим родителям, своему народу и будущей Ичкерии. Также война в Украине, даже если вас призывают, даже на войну в Украине не идите, даже если вас призывают. Баркал Аслам. Баркал это. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, друзья. Я стрим заканчиваю. Через полчаса, через 25 минут жду вас на этом же канале или же в Телеграм. Ссылка есть в разделе сообщества на YouTube канале Reality. Можете зайти прямо в Телеграм или же потом послушать, о чем мы будем говорить с Аядом Идиговым и другими нашими участниками нашей платформы открытого диалога 20 сегодняшнего 9 марта стрима. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Адикюль Маш Оэль. Всего хорошего, друзья. До свидания.